от того места поднялся примерно один поворот метров 400, наверное. Просверлил несколько лунок. Не нашел я глубины, воды нету. Но хорошо, что на таких ровных местах не такой толстый лед. Местами вот так попадаются такие островки, где там с обеих сторон там вода течет. Но я смело прошел, вроде нормально. Наледи нету ничего. Лед сухой и после заморозков вообще крепкий пока. Береза сломалась. Тут очередной поворот. Вот здесь сперва попробую. И там еще на повороте пару лунок. Здесь должна быть глубина. А может, и ошибаюсь. Вон береза сломалась. И сотни деревьев так за зиму ломаются на реке. Падают и заторы получаются потом. Очень много таких. Блин. Тут снега море. Тут что ли тоже попробовать. Сейчас попробую. О, бля. Снега вообще тут много. Колено. Это полный пиздец нахуй. Сразу же в землю попал. Воды нет. Ёпты. Как будто, блядь, колодец района. Ищу воду. Вообще хрень какая-то, не рыбалка. Тулантик пришел на проверку. Вроде здесь чуть-чуть поглубже. А, Толоме? Чего? Нету никого. Нету никого. Ой. Так. А, это же самое. Не глубоко. Очередной облом. Тут, короче, проверил везде. О, как сказать. Глубины вообще нету. 0. Идем дальше. Здесь тоже пробовать не стану. Видно, как холмики. Это говорит о том, что тут тоже мель. Так. Где-то должен еще быть такой большой поворот. Ну, как сказать, большой. Более-менее. Нам надо проверить. Норка пробежала. Следы. Тут что? Не пойми. Открыто, не открыто потом. Собака вроде прошла. Блин, лучше, наверное, вон там проскочу. Опа. Так. Все хорошо. Опа. Ебать, обратно. Вот это да. Вот это я сальто сделал. Через голову чуть не... Ой, беда. Ничего себе я дал. Фу. Это как так получилось? Очень просто, ребят. У меня этот задник на лыжах не одета, поэтому все так. Вот так все это выглядит, ребят. Упал, блин. Когда так еще с оружием падаешь, можно сломать все. Это да. Снег становится сырым. Я уже потею. Самое главное, эта рыбалка мне очень-очень быстро надоедает. Душ из снега.
Вот как все прилипает уже. Сегодня оттепель такой будет. Ну, потеплеет. Погода сегодня уже пасмурная. И такой мелкий снег такой превращающий. Уже превращается в дождь. Такая картина. Все говорят, там споры тоже идут. На лыжах задники не нужны. Если профессионально ходить, нормально там ходить, там задник обязательно нужен на лыжах. Здесь у меня под ногами лыжи как-то вот соскользнули, и вот такая картина. Тулан куда-то вперед ушел. Но сейчас еще 2 поворота примерно она будет. Там еще такой омут. Надо там проверить. Что бы там ни было, я еще до туда схожу. Мне это надо проверить. Здесь очередная лунка, попробовал. Ну, немножко подостыть надо было мне. Посидел, ни хрена. Здесь выдра прошла. Вон следы. Не скажу, что давно, на днях ходила. Такой хищник, зверек. Рыба, как сказать, рыб ловит. Кормится. Вон туланчик. Что за кровь? Это лапу, что ли, он поранил тут, блин. Смотри. Кровит лапа. Свежая кровь вообще. Облет ли он, куда он лапу поранил? А здесь нету. Не знаю. Блин, места такие, вон, смотрите. Но даже и закидывать не стану. Надоело уже, блядь, сверлить. Воды нет. Пойду до поворота. Около лопата видела. Дай лапа. Передняя целая. Давай задний мост посмотрим. План. Где у тебя рана там? Кун ранат. Кун. Так, подожди. Ну да. Левая есть должен. Ну-ка, сюда. Так, подожди-ка. Парень. Андрей. Ну все. Короче, так и не понял, откуда идет кровь. Хрен его знает, где он что поранил. Дома посмотрю нормально. Короче, ребят, решил я собраться и идти к бурану, а там решим, что дальше делать. Бесполезно я время трачу, ребят. Честное слово. Ни одной рыбы я не увидел, ни одной поклевки нету. Кругом мелководье. Воды нету. Что летом я приезжал на эту реку, не удалось рыбу поймать. Что зимой, думаю, там с верховья скатилась, там и на яму там сидит несколько штук рыб там. Можно поймать. Не угадал я. Не угадал с местом, не угадал с рыбалкой. Пойду к бурану. Честное слово. У меня интерес быстро теряется к такой рыбалке, когда толку нету никакого. Тулан куда-то ушел. Но звать не стану, догонит. Я по своей лыжне, наверное, пройду, потому что снег уже какой-то вот сырой стал. Да и по берегу, не знаю, где-то дорога должна быть. Но просто я могу перепутать направлением. Здесь такой ельник. С направлением, если я перепутаю, то
Придется много ходить. И самое главное, что... Блин. Что? Да, лучше пойду там. Самое главное, что... Как же это сказать-то? Снег не держит на берегу. Я очень сильно спотею. А по своей лыжне я буду спокойно идти. Здесь глубина, между прочим, хорошая. Где-то 1,5 метра, наверное, подо льдом. Здесь посмотрел, тут коряжник, вообще коряги очень много. Ладно, попробовал. Самое главное, попробовали. Попалось, не попалось, это уже как повезет. На каждой рыбалке рыбы не поймаешь. Или как на охоте. На каждой охоте бывает там не подстрелишь никого. Ну вот, ребят, я уже возле бурана. Планов было очень много еще. Как бы шел и думал, что мне дальше делать. И решил я обратно поехать домой. Сейчас немножко небольшой перекус организую. Хотел возле костра еще посидеть, но тут поблизости даже и сухостоя такого нету, чтобы как-то костер какой-то организовать. Ну, есть такие веточки проблемные, блин. Не знаю, костер сделать, не сделать. Хотел целый день рыбачить, возле костра посидеть. И банку взял, чтобы чай скипятить. Даже термос не взял. Ладно, перетерпим. Сейчас перекусим и поедем домой. Эта река нам рыбу не дала. Вообще ни одной поклевки не было, ни одной рыбы я не увидел. Вот такие дела, действительно. Просто посидеть у костра, запах дыма там почувствовать. Чай кипятить не стану. Такие ветки сухие, они быстро разгорятся.
Сейчас набивать будет на буран. Самое главное эту целину выехать на дорогу. Набьет капитально. В такую погоду буран не едет. Вот так. Кругом боевые раны у Булана. Ужас. Завтра очередной укол для него сделают. Получается, или четвертый, наверное. Скорее бы уже это все прошло, все это болячки у него. Так, грудинка для завтрака копчено-вареная. Вот такая штука. Ну, это уже не раз видели в моих походах. Сейчас Тулан ляжет. Вкусно. Вот дохули. На. Вкусно, ребят. На. Вот такая штука с прожилками мяса, сала. Самое главное, она немножко он вареный. Так, подожди. Копчено-вареная, да. Поэтому он, как знаете, как масло тает во рту. Очень вкусно. Ну, Тулану я отдал, так сказать, два куска хлеба. Угостил тоже с этим. Много, конечно, давать такое лакомство не стану. Он довольный. Сейчас он просто ляжет и будет ждать, когда мы выедем. Чай, конечно, можно организовать, но не стану. Дома попью. Погода вообще испортилась. Сырой снег начал идти.
все тает. Весна. Вот она. Ребят, я так могу долго сидеть. Просто возле костра человек расслабляется. Просто смотришь на огонь, и как-то он все это расслабляет. Такой звук от костра, вот, щелчки. Скоро, конечно, потухнет уже, но бывает там возле костра я по вечерам на осенней охоте на второй избе я долго сижу, уже темно на улице, под фонариком выхожу, а у меня мангал, костер всегда, как сказать, тлеет там, угольки. Бывает на ночь, когда с медведем встречался я, опасная встреча, когда была. Вот. Ту осень я вообще костер у меня все время сутками там горело. Запах дыма как-то организовывал. Но самое главное, ребят, опять же насчет этого медведя речь пошла. Вот самое главное, но этого костра, их избушек медведей, я уверен, он не боится ничего. Запах дыма это не пугает их. Просто у меня такое безвыходное положение, страх вот у меня сидело, и этот, как сказать, я костер там жег. А после встречи я домой съездил и приехал, по-новому поднялся, и, как сказать, подожди, обманывай уже. Нет, это до встречи с медведем я съездил домой и приехал,
И возле избушки, в этом фильме я показывал, что буквально там 50 метров от моей избушки, там возле озера, там на тропинке он лежал. Там еще вот такой толщины была пихта. Он пихту там что-то ворошил, он, короче, там когти следы были. Буквально 50 метров от избы он лежал там. И через пару дней, наверное, вот тогда мы с ними встречались. А хотя, когда я заехал, второй раз, когда на избу поднялся, когда как его, возле избы там что-то там бытовые дела были, Айда неспокойно себя вела и лаяла в сторону, южную сторону. Я еще с ружьем сразу пошел туда без собаки, думаю, кто там может быть. Прошелся там, на рябчика там поохотился. Оказывается, этот медведь уже кружил возле избы. Там, а чуть пару дней, на следующий день уже мы с ним встретились. Не, через пару дней, наверное. Даже когда мы поднимались на второй раз на избу, следы я увидел, там, блядь, он речку перешел. Но это все в фильме, кто подробно смотрел, там все серии, там все было дело. И когда увидел, там, что за фигня там на песке, остановился, там такая лапоть, перешел речку. Пипец. Я думаю, сколько раз он меня там видел, сколько раз он может, на меня смотрел. 100 пудов. В конце-то концов, наконец-то мы встретились в лоб. Кошкой-мышкой мы всю осень играли с ним. Но было страшно, реально. Много раз я еще буду это вспоминать, ребят. Так что было дело. Просто вам надо пересмотреть, кто вот не смотрел. В комментариях оставлю, если оставите, я плейлист закреплю. И вы, там многосерийный фильм. Вот все вы посмотрите и поймете, как все это дело было. Следы его там. Все показывал. Сейчас они, наверное, скоро уже из берлоги выйдут. Весна. Ладно, ребят. Я еще немножко посижу и поедем домой. Будем дальше Тулана лечить. Блин, раны, конечно, у него. Что-то вообще. Или лекарство не подходит, или фиг знает. Завтра снова с ветеринаром пообщаюсь. Что дальше делать, будем смотреть. Вот так. А сейчас я еще посижу и выедем на дорогу. Скоро поедем домой. Пиздец, что отсырело. Ай, блядь.
Смотрите, как надувает. Сюда, на, лок сюда. Лок сюда. Лок. 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 Смотрите на него. Пусть побегает. Километра 4. Там возьму потом. Lok, salam. Lok salam monam. Lok. Tula. Ну вот, буду ждать Тулана. На скорости ехал, сейчас вроде покажу. Все прочистилось там. Таки остывает движок. Ну и этот шкив хорошо охлаждает. А, вон Тулан. И не отстал, между прочим. Надо как сказать, посадить его. Хитрый он, очень хитрый. Лок. Давай. Лок. Лок, тачи, лок, вали. Вайлапа. Тула. Радиатор закипел у него. Лок, Тулан. Тулан. На лодку садится, на УАЗик садится. Бурана, блядь, боится еще. Тула. Лок таче, лок одъеджик, лок лечам. Не буду я тебя больше ждать. Да. Лок. Тула. Тулан. Лок. Ну-ка, лок таче. Лок одъе. Лок. Пока строгий голос не повысишь там... Как сказать? Надо ругать. Давай, все. Кай. Давай, лок чекай. Все. С горем пополам. Всегда ругаться надо с ним. Этот ледобур помешает мне где мы сидеть. В принципе, не должно. Сейчас еще резинкой там закреплю. На резинкой. Вот. Так. Вот как-то так. Сейчас безопасно. Ничего с ним не случится. Да, Туланчик? Туланчик, тушканчик. Туланчик, тушканчик. Ой. Все. Вот так. Ну что, ребят, будем заканчивать.
Мы сейчас поедем с Туланом уже без остановки. Поедем домой. Вот такая рыбалка у нас. Рыбалка. Ну, поход получился. Старались как могли, но не поймали ни одну рыбу. Дальше будет рыбалка на Ельца. Это уже на жареху каждый раз можно поймать. А хариус как повезет. Вот так. Ладно. До новых встреч. Ждите новые фильмы, новые походы, новые рыбалки и все остальное. Все как будет, буду снимать и показывать. Вот так вот. Да, Тула? Пока. Мы фурган. Сырые уже мы. Сырые. Дождь со снегом идет. Погода не очень. Да? Хитрый. Все, мам.